у человека закупоривается, то рано или поздно это приведет к изменению ткани печени. Гиподинамия тоже очень важный фактор нарушения работы ткани печени. Это обязательные условия восстановления вашей печени. И это такие продукты, как проростки. И это та еда, которая способствует регенерации и восстановлению клеток печени. Соответственно, чем лучше будет текучесть желчи, тем быстрее ваша печень восстановится. Дорогие друзья, я вас всех рад приветствовать. Меня зовут Евгений Козлов, а это канал «Твое здоровье». И сегодня у нас будет очень интересная тема, которую я затрагивал уже не раз, и тема называется «Лечение печени». А именно мы поговорим сегодня с вами на тему лечения гепатозов, или, как говорят еще в медицине, жировой гепатоз или стеатогепатоз. Я решил записать специально еще один ролик, потому что 3 предыдущих ролика, рекомендую с ними обязательно ознакомиться, набрали наибольшее количество просмотров, и один из роликов уже посмотрело порядка 400 тысяч человек. Я понял, что эта тема для вас особенно актуальна, интересна. Было написано очень много комментариев положительных, поэтому решил печень не обходить стороной и записать еще один дополнительный ролик, поскольку тема оказалась очень актуальной, насущной и востребованной. Как я вам уже говорил в прошлом ролике, печень является одним из самых главных органов в нашем теле. И в древних медицинах, это и тибетская медицина, и традиционная китайская медицина, и аюрведа, говорят о том, что печень – это мать всех органов, или печень – фундамент организма. Поэтому на печень мы должны всегда обращать внимание и заниматься ей как для профилактики, поскольку от нее очень много чего зависит в организме, так и заниматься лечением. И сегодня мы будем с вами говорить про стеатогепатоз. Поскольку я практикующий доктор, ко мне приходит большое количество пациентов с разными заболеваниями. И за последние 5 лет у меня очень много наблюдений, которые говорят о том, что болезней печени стало больше. И ко мне очень часто в последнее время приходят молодые люди от 20 до 30 лет с проблемами печени, когда у них на УЗИ мы можем обнаружить либо достаточно сильные диффузные изменения печени, то есть ткань изменилась, либо когда им уже поставили диагноз гепатоз, а именно жировой гепатоз. Жировой гепатоз – это когда часть ткани печени изменилась, и нормальная ткань печени превратилась в жировую ткань. Соответственно, если часть ткани печени стала нерабочей, да, если часть ткани печени как-то преобразуется, то это приводит к тому, что печень не работает на все 100%. Либо часто можно увидеть на УЗИ печени фиброз, когда печень рубцуется, и тоже часть печени не выполняет свои биохимические и метаболические функции. К большому сожалению, печень – это орган, который практически никак себя не проявляет сильно, он не болит, печень не болит, не беспокоит, потому что там нет нервных окончаний. И если у человека есть, например, проблема с желудком, да, есть какой-то воспалительный процесс, то желудок сразу будет болеть, а печень не болит. И в этом такое очень большое коварство. И поскольку приходит большое количество пациентов от узистов, узисты на это внимание не обращают, часто они отнекиваются, говорят, что они это часто видят. Но в этом-то и заключается и проблема, то что узисты часто видят гепатоз печени, но с этим ничего сделать не могут. А когда обычный человек приходит с гепатозом к обычному доктору, он практически ничего не назначает, кроме диеты и какого-то отказа от алкоголя, жирной пищи и другой вредной еды. Конечно же, это не является лечением. И большинство пациентов, не получив должной какой-то информации, должных инструкций, ходят с этим заболеванием молчаливым. И с течением многих лет печень начинает все хуже и хуже работать, что приводит к образованию других заболеваний. То есть основная идея заключается в том, что ткань печени должна быть здоровой, метаболически, биохимически активной. И именно в этом случае, если ткань печени хорошо выполняет функцию, организм будет здоров. Давайте с вами вспомним, какие же основные функции выполняет печень. Первая основная функция печени – это детоксикационная функция. То есть печень является неким таким фильтром, через который постоянно проходит кровь. И печень сложные вещества или там токсины преобразует
в более простые формы. То есть задача печени выводить токсины. Данные токсины выходят стоком желчи и уже попадают в кишечник. И здесь можно представить себе такую простенькую картину. Например, у человека есть гепатоз, да, часть ткани печени зарубцевалась, соответственно, печень работает не на 100%, например, а на 60%. Но сможет ли такая печень нормально выводить токсины? Нет. Соответственно, все эти токсины будут распихиваться по телу. А напомню, что токсины будут циркулировать по лимфатической системе, то есть по лимфе, по крови, и часть токсинов будет связываться с жировой тканью. Вот. Вторая функция печени заключается в том, что печень синтезирует желчь. У желчи есть несколько важных функций. Одна из самых важных функций – это стимуляция перистальтики, для того, чтобы человек каждый день ходил в туалет, и функция санации тонкого и толстого кишечника. То есть желчь обладает антибактериальными свойствами для того, чтобы в кишечнике не было процесса дисбактериоза. И представьте себе, опять же, такую картину. Работает только 70% печени. Будет ли синтезироваться достаточное количество желчи? Нет. Будет ли синтезироваться хорошая по качеству желчь? Тоже нет. И это тоже приведет к проблемам с кишечником. Третья функция печени – это синтез холестерина. Холестерин является основой синтеза всех половых гормонов. Соответственно, если часть печени не работает, это будет приводить к тому, что у человека будут гормональные нарушения. То есть вы уже должны понимать, да, то, что вся печень у человека должна работать. И вот эти фиброзные изменения, с которыми часто ходят люди, они просто приводят к появлению других болезней. Поэтому очень важно, если вы у себя на УЗИ увидели какие-то фиброзные изменения, да, там рубцовые изменения, это же, кстати, можно увидеть на таком анализе, как эластометрия, обязательно нужно заниматься восстановлением своей печени. Часть печени не работает, считайте, часть организма у вас тоже не работает, потому что все идет от печени, все идет от нашей самой главной биохимической лаборатории. Какая еще есть очень важная функция у печени? Печень является хранилищем крови, печень является хранилищем микро-макроэлементов, и печень синтезирует белки. Печень также очень сильно будет влиять на углеводный обмен. И выпадение тоже вот этих всех функций будет приводить к нарушению работы организма. Поэтому занимайтесь своей печенью. Обязательно ходите минимум раз в год на УЗИ. Делайте УЗИ, смотрите, что у вас с печенью. В дополнение я рекомендую вам обязательно сдавать анализы крови. Напомню, что анализы крови сдаются натощак, и вам нужно постоянно смотреть такие анализы, как АЛТ, АСТ, это печеночные ферменты. Если они повышены, это говорит о том, что в печени идет какой-то воспалительный процесс. И здесь хотелось бы сказать о том, что еще до того, как у человека образовался гепатоз, у человека какое-то длительное время было воспаление в печени. Поэтому вы уже на начальных этапах, даже по крови, можете увидеть определенные, возможно, подсказки. Также обязательно смотрите такой показатель, как общий билирубин и ГГТ. Эти показатели тоже будут нам показывать, что происходит с печенью. Ну, если вы хотите углубиться уже более сильно, то сдавайте эластометрию. Это показатели, который показывает, что происходит именно с тканью печени. Насколько печень изменена в своей структуре. Вот. Мало кто из докторов отправляет на эластометрию, но я иногда этот анализ использую для того, чтобы глубже разобраться с тканью печени. Итак, мы с вами проговорили, да, то, что мы должны в течение жизни проверять ткань печени, мы должны делать УЗИ, и то, что печень – это очень важный метаболический орган, и если вы видите, что часть ткани зарубцевалась или преобразовалась в жировую ткань, этим обязательно нужно заниматься. Это вам не скажет ни один УЗИст, потому что задача УЗИста – диагностировать, а не лечить. Но поскольку дело утопающего, дело рук самого утопающего, вы должны в этом разбираться. И, в общем-то, задача моих видео заключается в том, чтобы вы повышали свой уровень образования, начали сами разбираться в своем организме и начали заниматься восстановлением своих внутренних органов. Какие же основные причины, почему у человека часто, например, появляется жировой гепатоз? Вот ко мне приходят пациенты на очные онлайн-консультации и спрашивают: Евгений, но я же не пью алкоголь, почему у меня тогда есть жировой гепатоз?
Так я хочу вам сказать, что часто жировой гепатоз образуется не только у алкоголиков. К образованию гепатоза может привести и неправильное питание. Например, если человек употребляет большое количество быстрых углеводов, то есть человек на постоянной основе употребляет большое количество хлеба, хлебобулочных изделий, большое количество пирожных, мороженых, постоянно использует сахар в чае или в кофе. Вот эти избыточные быстрые углеводы, они будут вызывать воспалительные процессы в печени на таком же уровне, как и алкоголь. Поэтому первая основная причина появления гепатозов – это избыток быстрых углеводов. Вторая причина, которая ведет к гепатозам, это, конечно же, алкоголь. Алкоголь вызывает очень сильное воспаление в печени. Алкоголь – это токсин, даже в небольших дозировках. Поэтому, если вы хотите вылечить свою печень или если вы хотите, чтобы ваша печень не болела, я рекомендую от алкоголя отказаться. Третья причина, которая приводит к образованию гепатозов, это лекарственные препараты. Да, лекарственная интоксикация тоже существует, и мы здесь можем говорить о том, что любое или практически любое лекарственное вещество химического происхождения будет вызывать воспалительный процесс печени. То есть вы можете сами открыть инструкцию, посмотреть большую часть лекарственных препаратов, которые вы принимаете, и вы увидите побочные эффекты. Безусловно, это и препараты для лечения и аутоиммунных процессов, это препараты нестероидного ряда, это гормональные препараты. И, конечно же, про препараты, про которые недавно рассказывал в своем видео про варикоз, настоятельно рекомендую про него посмотреть. Печень тоже, потому что будет влиять на появление варикоза. Это препараты, которые имеют отношение к контрацептивам. То есть оральные контрацептивы тоже вызывают появление изменений ткани печени. Вот, поэтому если вы употребляете большое количество препаратов, то со временем вы обязательно у себя на УЗИ увидите диффузные изменения. То есть химическая современная фармакология, она выпускает препараты, которые могут ткань печени изменить. И поэтому с этими препаратами очень будьте аккуратны. Следующий фактор, который будет очень сильно влиять на появление диффузных изменений, это в целом те токсины, которые поступают к нам через воду и через пищу. Ну и здесь уже речь будет идти о качестве еды, о качестве употребляемой воды. Поэтому здесь я рекомендую быть вам очень сильно избирательными, смотреть на этикетки той продукции, которую вы покупаете, и искать максимально качественную воду, ну, конечно же, насколько это возможно в условиях современного города. Также на образование гепатозов будет очень сильно влиять закупорка печеночных протоков. То есть, если печеночные протоки у человека закупориваются, то рано или поздно это приведет к изменению ткани печени. Ну, здесь, соответственно, вы должны вести правильный образ жизни, периодически использовать такие препараты, как аллохол, например, таурин или какие-то другие препараты, которые способствуют оттоку желчи. И есть еще две важных причины, на которые тоже я стал бы обращать особенное внимание. Это стресс. Стресс повышает уровень кортизола. Стресс в целом ухудшает кровоток, поэтому это тоже приводит часто к изменению ткани печени. Но здесь речь идет о длительных каких-то стрессах и переживаниях человека многогодовых. И, конечно же, гиподинамия. Когда человек очень мало двигается, это приводит к тому, что печень очень плохо кровоснабжается. И на фоне плохого кровоснабжения печень начинает хуже работать, там больше шанс закупориться протоком или больше шанс появиться воспалительному процессу. Поэтому гиподинамия тоже очень важный фактор нарушения работы ткани печени. Бывает и такое, что эти факторы суммарные, не когда только один фактор влияет, но и суммарные. Например, человек употребляет и какие-то вредные препараты, находится в состоянии гиподинамии, у него загустилась желчь, он не пьет воду, неправильно питается и поступает большое количество токсинов. Вот, поэтому смотрите на эти факторы суммарно, и если у вас эти какие-то факторы есть, то их обязательно вам нужно скорректировать. Это обязательные условия восстановления вашей печени. И теперь давайте перейдем к следующему разделу. А как же вообще этот гепатоз лечить? Что предпринимать нужно человеку, который увидел у себя диффузные изменения в печени?
Начнем с базы и с основы, которую, в общем-то, мы уже обсуждали в прошлых видео, но я хотел бы повториться. Первое и самое основное, мы должны наладить процесс желчеотделения, то есть для того, чтобы желчь хорошо оттекала. Здесь можно использовать такие препараты, как аллохол, который улучшает желчеотток. Обращаю внимание на то, что эти препараты нельзя употреблять при наличии камней в желчном пузыре. Это такие препараты, как лецитин, таурин. Эти препараты можно употреблять при желчекаменной болезни. Они будут улучшать текучесть желчи, они будут улучшать состав желчи. Второе, конечно же, нужно начинать пить тепло-горячую воду. Да, это аюрведический кипяток, или мы еще называем кипяток из китайской медицины. Вы начинаете в течение дня постоянно пить тепло-горячую воду для того, чтобы улучшить процесс желчеотделения и улучшить текучесть желчи. Также объем воды тоже будет влиять на текучесть желчи. Чем больше пьете воды, тем более текучая желчь. Второе, мы начинаем нормализовать свое питание. Есть особенные продукты, которые я рекомендую для восстановления тканей печени. И это такие продукты, как проростки. Обязательно начинайте заниматься проращиванием маша, пшеницы, зеленой гречки, брокколи. Это живая продукция, это живая еда, которая обладает очень сильными гепатопротекторными действиями, то есть защищает клетки печени. И это та еда, которая способствует регенерации и восстановлению клеток печени. Я это уже давно проверил на своих пациентах, поэтому начинайте эти проростки готовить и употреблять их ежедневно. Как отдельно, так и можно включать их в любую другую еду. Также рекомендую обратить внимание на такую тему, как микрозелень. Она сейчас уже начала в достаточно большом количестве появляться в магазинах. Те, кто живут в Москве и в Петербурге, эти магазины достаточно несложно найти, либо можно организовать доставку микрозелени. Те, кто любит сам заниматься выращиванием, могут начать сами выращивать микрозелень и обязательно включать ее в пищу. Третье, что мы используем для лечения гепатоза, это такие препараты, как урсодезоксихолевая кислота, то есть урсасан, или урсофальк. Это классические препараты, которые используются в обычной медицине, они действительно очень хорошо работают. По дозировке вам нужно будет проконсультироваться со своим лечащим доктором. И этот препарат тоже наладить на курсовой прием. Этот препарат улучшает текучесть желчи. Соответственно, чем лучше будет текучесть желчи, тем быстрее ваша печень восстановится. Мы начинаем отлаживать свой образ жизни. То есть, если мы не занимаемся спортом, мы начинаем спортом заниматься, начинаем ходить не менее 10 тысяч шагов в день и начинаем делать дыхательные упражнения для живота. Это своеобразные вакуумы, наули, удияны, банхи, то есть йоговские упражнения, которые стимулируют кровоток в животе. То есть нам всеми силами нужно усилить кровоток в животе, потому что чем лучше будет кровоток в животе, тем, соответственно, и лучше будет кровоток в печени. Да? Потому что если печень будет хорошо кровоснабжаться артериальной кровью, если от печени будет хороший венозный отток, то клеточки будут быстро регенерироваться. То есть не всегда хватает просто темы питания. Нужно сделать так, чтобы кровь была текучей. Я также часто очень встречаю пациентов с гепатозами, у которых очень густая кровь. Здесь я могу настоятельно порекомендовать либо курсы герудотерапии вам пройти, если у вас очень кровь густая, либо начать употреблять специальные кроворазжижающие травы, которые наладят текучий желчь. Это такие травы, как талго-вязолистные листья или цветы, доник желтый, лист малины, каштан конский, лещина. Этих трав очень много в классической фитотерапии, поэтому их можно пользовать и восстанавливать текучесть своей крови обязательно, потому что, как может восстановить густая кровь, да, такая киселеобразная печень? Никак. То есть через печень будет постоянно циркулировать кисель. Если ваша кровь будет текучая, жидкая, быстрая, то печень будет очень быстро восстанавливаться. Конечно же, мы используем и дополнительные препараты для восстановления печени. Это такие препараты, как ливумаб. Это аюрведический очень известный препарат для восстановления печени. Он пьется курсовым приемом во время лечения гепатоза. Это такой препарат, как трифалочурна, я тоже использую. Этот препарат тоже хорошо восстанавливает печень. Также он обладает небольшим послабляющим действием.
и в целом хорошо очень выводит токсины из организма. Я часто в своей практике использую препараты из традиционной китайской медицины, которая называется хуган-пянь. Его я назначаю в дозировке 2-3 таблетки 2 раза в день, и тоже его назначаю курсом. То есть обязательно нужно параллельно использовать препараты растительного ряда, которые тоже способствуют восстановлению клеток печени. Те препараты, которые я вам назвал, это одни из самых лучших препаратов. Конечно же, более полную схему я могу назначить пациенту только на очной консультации или онлайн-консультации, которую я регулярно провожу. Но общие ориентиры я вам уже даю, на что вы можете опираться и куда смотреть. Также печень очень хорошо восстанавливает большое количество обилия овощей и зелени в рационе. То есть, если вы хотите восстановить свою печень, обязательно включайте и большое количество зелени, и большое количество овощей, и большое количество корнеплодов. Это то, что обладает большими регенеративными действиями для восстановления печени. Обращайте на это внимание. Конечно же, я рекомендую подключать и масла для восстановления печени. Это и масло расторопши, это и масло авокадо, и оливковое масло. Я рекомендую больше сконцентрироваться на масле расторопши, потому что это масло прямой гепатопротектор. И если берете масла, то берите масла в первую очередь сыродавленные. То есть масла, которые готовили в дубовых бочках. И тогда в этом масле будет наиболее сильный концентрат всех лекарств. То есть это масло, которое достаточно быстро и реально восстанавливает клетки печени. Примерно на таком же уровне, как и сборы лекарственные. А если говорить про лекарственные сборы, то один из лекарственных сборов я уже вам надиктовывал в видео про восстановление печени. Здесь должны быть разные травы, но эти все травы должны быть гепатопротекторного действия. Это такие травы, как и тысячелистник, и зверобой, и одуванчик, и кукурузные рыльца, и ромашка аптечная, и календула. То есть все вот эти травы должны быть в сборе, присутствовать в том или ином количестве для того, чтобы вашу печень восстановить. Вообще, будучи фитотерапевтом, я считаю, что, пожалуй, один из самых мощных способов восстановления печени – это, конечно же, фитотерапия. И фитотерапия в некоторых случаях даже неплохо справляется с лечением инфекционных гепатитов, потому что бывают гепатиты неинфекционные, вследствие просто воспаления, а бывают инфекционные, это гепатит С или гепатит Б. И фитотерапия здесь уже показывает очень хороший эффект. Тоже обращайте на это внимание. Обязательно при лечении гепатозов нужно принимать сорбенты. Здесь я рекомендую такой сорбент, как аминосорб. Это сорбент из хитина, который получают из ракообразных. Его тоже можно смело на весь курсовой длительный прием, 2- или 3-месячное лечение гепатоза, добавлять в обычной инструкционной дозировке. И те люди, у которых есть больше времени, я рекомендую процедуры, которые очень хорошо восстанавливают ткань печени. Это такие процедуры, как герудотерапия пиявки, это такие процедуры, как иглоукалывание, это обязательный висцеральный массаж живота. Как я, собственно, лечу печень своим пациентам? Я ставлю иголки, я использую герудотерапию и обязательно, если у пациента есть какие-то спазмы печени и желчных протоков, я все это отрабатываю руками. Кому-то я делаю 3 сеанса, кому-то 5 сеансов, кому-то 12 сеансов. Здесь уже все будет очень сильно зависеть от состояния печеночной ткани. Как мы уже с вами говорили, еда и вообще правильное составление рациона является одним из самых важных и основополагающих ключей для лечения любых заболеваний, в том числе лечения заболеваний печени. И только составив правильное меню и рацион, печень можно быстро и эффективно вылечить и восстановить. Специально для таких случаев я разработал специальное меню, которая состоит более чем из 80 блюд, которые обладают специальным мощным детоксикационным эффектом и эффектом восстановления и регенерации внутренних органов. Эти специальные меню, которые я разработал, они подойдут как и для лечения болезней печени, так и для восстановления желудочно-кишечного тракта,
для того, чтобы справиться с отеками, для того, чтобы убрать целлюлит, для того, чтобы вылечить такие процессы, как дисбактериоз, для того, чтобы в целом оздоровить полностью организм и его восстановить. Над данным меню я работал достаточно долго, я очень долго его составлял, формировал. И в итоге это превратилось все в мой авторский сборник, который помог уже большому количеству людей. Кто-то использует весь сборник, кто-то использует определенные блюда из данного меню. Если вам интересна тема оздоровления через еду, через питание, то данный сборник можно будет найти по ссылочке под этим видео. Рекомендую обязательно использовать данный ключ для лечения всех своих заболеваний, потому что питание – это основа всего, и про это нам еще говорил один из моих учителей, на которого я равняюсь, ориентируюсь, Гиппократ. Думаю, многие про него знают и слышали, и особенно, как и я, его почитают. Какой еще важный пункт я хотел бы с вами обсудить, который будет очень сильно влиять на восстановление вашей печени. Я про это периодически упоминаю в своих роликах, но в этом ролике хотел бы на этом остановиться. Это ваше состояние и ваш внутренний настрой. Чем в более гармоничном состоянии человек будет находиться, чем в более благостном, радушном, тем быстрее будут его внутренние органы восстанавливаться. Потому что когда человек находится в состоянии постоянного стресса, когда у него повышенный уровень гормона кортизола, то все сосуды будут хуже кровоснабжать внутренние органы. Поэтому так важно работать над своим внутренним состоянием. И здесь могут помочь такие практики, как медитация, пранаяма, занятия йогой, прогулки в лесу, общение с позитивными людьми, молитвенные практики. Кто находится там, не знаю, в традиции, может быть, индуизма или буддизма, это практики чтения мантр. То есть нужно использовать все инструменты для работы со своим внутренним состоянием. Сейчас очень популярна у нас тема психологии, то есть занятия с психологом. То есть нам нужно использовать все инструменты, не только такие лекарственные образ жизни, но и психологические и духовные, для того, чтобы свою печень восстановить. В китайской медицине болезни печени завязывают за такие внутренние состояния, как агрессия, гнев, за желчное состояние. Поэтому в русском языке часто говорят про желчность человека, да, или есть такое выражение, там, ты уже в печенках у меня сидишь. То есть подобные состояния и мысленные настрои человека будут ухудшать биохимическую работу печени. Поэтому, чтобы вы думали, не только экология влияет на печень, не только лекарства, питание, вода, но и тоже наши внутренние состояния порождают наши внутренние заболевания. Поэтому на это тоже, конечно же, обращайте свое внимание. И есть еще один важный фактор, который нужно учитывать для лечения печени, про который точно никто вам не расскажет. Ну, конечно же, кроме меня. Для того, чтобы печень хорошо выполняла свои детоксикационные функции и для того, чтобы печень быстро восстанавливалась, не должны быть в организме дефициты. Поэтому, если у вас есть дефицит меди, железа, цинка, витаминов группы В, В12, В6, В9 и других витаминов, то не надейтесь на быстрое восстановление печени. Поэтому идите, сдавайте анализы, проверяйте уровень дефицитов. Если дефициты есть, восполняйте их сами, либо со своим лечащим специалистом. И тогда ваша печень быстро восстановится. Потому что представьте себе, если у человека есть дефицит железа в организме, это будет приводить к тому, что в организме будет состояние гипоксии, то есть недостаток кислорода. И гипоксия будет в том числе у тканей печени. Железо восстановится, гипоксия уйдет, печень начнет получать достаточное количество кислорода, и ткань будет быстро восстанавливаться. Поэтому это тоже очень важный такой ключ, который знают, как правило, только нутрициологи, либо люди, которые любят глубоко погружаться в биохимию своего организма. В общем-то, это основные такие ключи, это основные ступени, которые вы должны использовать для лечения и восстановления своей печени. Также данные ключи можно использовать и нужно для профилактики. Обязательно ими пользуйтесь, пишите в комментариях, у кого какой вообще есть опыт по лечению печени, по восстановлению печени. Очень интересно почитать. И также я в своих видео постоянно говорю о том, что все внутренние органы друг с другом очень сильно связаны. Печень влияет на работу лимфатической системы, лимфатическая система влияет на работу печени, кишечник влияет на печень, и печень влияет на кишечник. И если вы хотите на печень оказать какое-то дополнительное оздоровительное влияние, то рекомендую ознакомиться с моими курсами, с моими вебинарами
для полного восстановления лимфатической системы, потому что лимфатическая система тоже очень сильно влияет на работу печени, и курса по желудочно-кишечному тракту, где я рассказываю полностью про желудочно-кишечный тракт и его восстановление. Ссылочка будет обязательно лежать в описании. Давайте резюмировать с вами, дорогие друзья. Я благодарю вас, если вы досмотрели это видео до конца, и именно благодаря вам растет так быстро мой канал. За 45 дней уже больше 60 тысяч подписчиков, поэтому буду вам благодарен, если вы к этому видео напишите комментарий, поставите лайк, порекомендуйте это видео своим друзьям, родственникам, отправите его. Именно благодаря вам механизм и искусственный интеллект YouTube считывает мой контент как полезный и начинает меня продвигать. Я обязательно еще продолжу выпускать видео, поэтому пишите в комментариях, какие вам темы были бы интересны. Я все это читаю, рассматриваю и, исходя из ваших запросов, готовлю следующий контент. Благодарю вас за внимание, желаю вам хорошего, доброго здравия, настроения и увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.